побрызгаться надо. Что-то летуют, блин. Там прошел возле нор. И, короче... Так, ребят, в общем, история у меня для вас. Ну, буквально на неделе поехал на очередную рыбалку. Вот, поехал на свое любимое место. Пятница. Вот, сам понимаю, что выходной. Ну и на те локации можно добраться не только на лодке, но и на машине. И я сам понимаю, что, блин, 20-ку топать от деревни на моторе. Ну, такое себе, да? Приехать, увидеть палатки там и думать за какое-то другое место, когда ты уже настроен. Тем более вода большая, я брал туда тверские кормушки. 20 туда, 20 обратно. Думаю, ну ладно, вроде гриб там стоит. Полетел, а в обед как раз гроза, а вечером нормально. Думаю, ну ладно, что, не сахарный, нифига. Поехал в грозу, попал в грозу, весь сырой. В общем, добрался, ребят, расположился. Вроде как, думаю, нормально, никого нету. Думаю, ну и хорошо. Приготовил стол, стул там, сел уже, все. Расставил закидушки, уже расставлены были палочки, ребята. Вот. Ну и слышу, машина едет. Как бы, а я что-то начал прикормку завозить уже, начал что-то там размешиваться, готовиться. И спускаются, понял. Ну я знаю двоих, вот одного вот дядьку часто на реке вижу, уже седая голова, который сел именно непосредственно на мое место. Ну а второй там, я как бы с ним не в ладах, постоянно ругаемся из-за того, что так как он там говорит, что я вот снимаю, показываю, приезжают люди, да, со всех там уголков мира, рыбачат, ловят его рыбу. В общем, ребят, сходу налетели, не поздоровались, как он говорит, по-человечески нужно быть. Ну, по-человечески нужно сначала подойти, да, мы же рыбаки, мы же рыболовное братство. Там узнать, как что. Андрюх там, блин, место занял, давай как-нибудь тут, ну, что-нибудь, а тут знаешь, там, вот как залетели, там, все, мы садимся и похуй, короче. Ну вот, ребят, смотрите сами. Все сохнет. Все сохнет. Потому что все сырое. Все сырое насквозь. Все сырое насквозь. Все сохнет. Гермосумки решают, ребята. Это точно. Одежда. Все такое. Так, друзья, ну что, замешаемся. Сегодня я чисто на заводской. Наживка будет у меня червь.
О, кто-то проехал. Правда, с такими дождями, блин, дорога сейчас жопа. Вон, слышно, все скрипит, все колодки. Да, сейчас техника страдает. Сегодня чисто на заводской, ребята. Как будто сюда подъехали. Мыши, ребят, погрызли прикормку. Зараза такая. Так, что у меня? Миненко. Фидер Кармак. Поехали. Дальше. Универсальная. Универсальная. Поехали. Универсальная. Хит продаж. Поехали. А, дальше не успели. Универсальная. Вот такая пачка, ребят, новая. Андрей, может мы как-нибудь поместимся на берегу? Нет, никак не поместим. Чего ты на место столько занял? А что, много места занял? Давай по-человечески ловить, мы тоже рыбаки. Ну, кто рано встает, тому Бог подает. В курсе такую поговорку? Кто рано встает, тому Бог подает. В курсе такую пословицу? Нет, ну ты, блядь, слушай, не наглей так сильно. Ты, блядь, сколько у тебя удочек? Сколько удочек? Ну сколько? Раз, два, три, четыре. Ты 6 штук сюда ставишь. 4 удочки у меня. Какие? Раз, два, три, четыре, 5. Ну и все, что? Что? А что, так можно ловить? 20 метров, конечно. Сколько крючков на человека? Сколько? А? Сколько? 4 10? крючка на человека. 10 крючков на человека. Что ты разговариваешь? 10? Конечно. Садишься ты, блядь, сюда. А что ты сделаешь? Ничего не сделаю. А ты что сделаешь? Пылесосить только будешь. Я тебя, ты меня. Пораньше приезжай, и вопросов нету. Знаешь, выходные. Давай ловить все-таки, давай как-то по-человечески. Как Ну, по-человечески? блядь, ну ёб мать, мы, блядь, я одним пидором ловлю, а ты, блядь, 4-6. Что это, рыбалка, что ли? У меня донки и чё? А? Домки. Домки кидай вон. Куда? Вон. Ты тем более на лодке. И что? Ну что, вон у тебя место, короче. Покупай лодку и езди. Что ты, вопросы есть какие-то, блядь? Охуеть, блядь, нихуя себе, блядь. Нихуя себе, нихуя себе, нихуя себе. Пока, еще пока нормально разговариваем. Не, а что ты мне предъявляешь? Я тебе предъявляю, я тебя по-человечески прошу подвинуться. Слышишь, был бы я с тобой... По-человечески нельзя тебе Я был бы с подвинуть? тобой в нормальных, я бы с тобой подвинулся, но тебе точно не подвину, понимаешь? Ну вот это мужикам подвинься. Я-то сяду, я не за себя. Там тоже занято, если что. Где? Вон там все занято. Нет, нет, вот туда ниже. Это уже выше получается, а не ниже. Ну выше. Прошу за маты, ребят, и до сих пор маты вылетают, потому что, ну, блин, ну как так? Ну, я приехал, да, вот я уже разместился, да, я занял место. Как ты можешь вообще вот так с наездами какими-то там начал там вспоминать? Ну, понятно, я говорю, мы с этим дядькой плохо живем. Меня же, знаете, затрясло там, ну как, вот, блин, я даже рядом не сяду там в 20 метров, потому что ты уже как бы мешаешь людям, ну, они же общаются там, да, ладно, я там один, но я говорю, я же могу с женой приехать там, с дочкой. Вода большая, у тебя лодка, и он мне, представляете, говорит, что, говорит, у тебя же лодка, ты должен рыбачить там, где ни на машине нельзя доехать. Или там вот у нас фидер один крючок. Начал там бить по закону, но он такой, как бы, своего вида более-менее правильный, но с другой стороны он сильно перебарщивает, мне кажется, и эта сторона сыграет его роль, потому что, ну, по деревне плохо за него говорят, вот, слишком сует свой нос не в те места, допустим. Хотя я знаю, что он выезжает на север, вот куда я, допустим, ездил к Руслану Шемякину, в те края. Но в тех краях он давно бы, мне кажется, уже где-нибудь плавал. Потому что, ну, там базарить не будут, как бы, за такие вот дела, тем более, когда человек сует свой нос. Ну, вот в такие моменты. Я просто не буду сейчас говорить, ребят, тут лично за меня, как бы, он там что-то пробивает, что-то хочет увидеть, там, незаконно и так далее. Ну, сейчас вы это все услышите. Но я думаю, ну ладно, раздупляться. Потому что в кустах там дальше есть места. И у этого дядьки я знаю, там готовое место. А эти, понятно, там сбоку встали. А этот нет, непосредственно, ну, как бы сел прямо между удочек. Ну, специально.
Или вот, ну, как-то вот слышу, они садись, типа, ничего. Ну, вот как-то так. Ну что, ты реально думаешь, мы тут с тобой порыбачим? А? Ты что, реально думаешь, мы с тобой тут порыбачим? А ты Я же тебя зацеплю. как? Так же, как и ты меня. Да я не зацеплю. Вот. Ровно. Серьезно? Ну давай, попробуй. Попробуй. Вроде взрослый дядька, всю жизнь на реке. А ведешь себя как пацан, если честно. В том-то и дело, что взрослый. Ну-ка вот. Вот бы уступить немножко места. Ты не знаешь, что тут. Весь берег занял. Ну где берег занял-то? Ну как хоть, не видишь, что? Ну 20 метров я занял. И что? Мы должны вот эти вот кусты занимать, что ли? Ну а что делать? Переехать куда-нибудь. Да ходишь. Куда? В другие кусты? Нахуя мне куда-то ехать, если я постоянно тут ловлю? Ну я тут тоже постоянно ловлю. Ты начал ловить здесь постоянно, когда вот первый раз... Не надо мне говорить. Ехали, блин. Какая разница? И что? Большая. И что дальше? Ничего. Дальше что? Я приехал, никого нету. Сел, расположился. Я сюда с женой приезжаю. Я сюда с женой приезжаю с палаткой. Я сюда с женой приезжаю с палаткой с ребенком. Ты тоже бы сюда сел? Если у меня жена тут сидела в стрингах, нахуй. И что? И что? И что, это нормально? Нет, я бы ушел. А что? Я же говорю, Эй, по твоим видео можно увидеть, как ты тут начинал рыбачить. Ты на песке первые годы рыбачил. я на песке ни разу не рыбачил. Саша тебя сюда привез. Какой и ты- Саша? Вот этот Саша. Чего? Он тебя довез. Вы там в кустах потерялись. Саша, было такое? Я говорю, вот туда. Он нас не сюда довез, а туда вот, в бор. Вот туда, потому Но. что тут везде занято. А вы вот там в кустах рыбачить. Твое первое видео там было. Ты на песке, на Смотри. станции постоянно рыбачил. Смотришь? Ты Смотришь? места не знал. Смотришь, да? А я же тебе сказал, я в оперативных целях смотрю. Может где-то косяк твой будет. Давай, давай. Вот, ребятки, хейтер мне первый на реке. Сетями ты любитель ловить. Сетями у меня все законно. Так что давай тут не газуй. Первый, второй, третий. Ребята, вы что говорите-то вообще? Бред какой-то. Я по всей России катаюсь, блядь. Мне кто-то слово что-то сказал? Что мое место или что-то такое? Не, место общее, но будь как-то по другим рыбакам посправедливее. Как? Ты занялся все место. Ну как это? Вот я это предъявляю. Как все место? Как? Много лови, пожалуйста, никто тебя не выгоняет. Только ты вот ловишь, как эгоист. Занял всю береговую линию. Я потом еще посмотрю, сколько этих крючков можно ловить. Сейчас нет интернета. Есть вот интернет. Правильный рыбак. А сетями ловишь только когда Путинцева бедного для блога своего подставляет. Что, блядь, бедному Путинцеву нечего есть, а этим сетями ловишь. Ага. Так. Так, ну ладно. Поехали, как говорится. Поснимаем сегодня контент. Прикольный. В общем, ребят, что, планка у меня упала. Понятно, я там не стал ругаться, как бы там посылать на. Хотя посылал на, наверное, не помню. Вот. Ну, потому что я вообще был в шоке. Как бы, ну, вот взрослый человек, седая голова, да, вот, а вот, знаете, ведет себя как реально, как пацан какой-то, знаете, как в песочнице что-то делят там, вот, какую-то рыбу, или что они там делят, место, вот, ну, как, я говорю, я сколько уже катаюсь, да, где только не был, и вот один только плюс, один положительный плюс, везде люди как-то,
я не знаю, там подскажут, подвезут, даже покажут место, там технику предоставят. А вот, узнаете, вот такие вот хозяева тайги, так скажем, мы здесь живем, мы здесь родились. Вот это серьезно, ребята, это аргумент к этому моменту, что если я здесь вырос, все, это труба. Или мы здесь с 80-х годов, как вот это, знаете, старые вот эти мужики вот постоянно здесь чуть ли не именуют это родословное. Они забыли, что молодежь уже двигается дальше, вперед, уже современные рыбалки там пошли, и как бы, ну, здесь уже, мне здесь уже 4-й десяток, так-то у меня есть дети, да, там, и у меня уже седая борода и какой-то жизненный опыт. И они думают, что я должен освободить место или там, я не знаю, ради уважения, там, какого-то человеческого. По-человечески как делают, ребят? Да, я ему сразу объяснил, говорю, если бы был какой-то другой человек, я бы, может быть, там и убрал 2 закидушки, хотя я ему объясняю, что здесь снасти такие, здесь не фидер. Я когда сажусь на фидер, да, я рыбачу на 2 фидера, ну вот у меня место. А когда я рыбачу донками, здесь такая ловля, ты не поставишь 2-3, как и на жерлице. Ну, это же надо быть вот тупым, блядь, как вот объяснить? Что такие снасти, что ты на жерлице рыбачишь, ты не рыбачишь на одну жерлицу, на один крючок. Ты рыбачишь 10. Соответственно, у тебя пятак. Ну вот, ладно, ребят, конечно, я перестал там снимать. Что-то пытался там, ну, они сидят там, разговаривают, у них там, не знаю, хорошее настроение. У меня лично настроение упало, хотя я никуда не смотался, не уехал, я продолжил сидеть. Ну, короче, снимать ничего не стал. Короче, посидел, отдохнул без камеры, в общем. Так что, ребят, вот такие дела. Пишите комментарии, вот, знаете, вот. Много уже чего на своей судьбе так повидено, когда нас тоже выгоняли там с другой речки. Было дело. Но здесь в наглую просто сесть, вот так. Вот у тебя стоит снасть, вот, и ты приехал, и говорят, да похуй, будем здесь. Как бы. Он оборзел. Вот это для меня, конечно, шоково. Это получается, если в будущем, в дальнейшем, если я буду с кем-нибудь, да, вдвоем, троем, и вот будут сидеть данный контингент, вот, тот дядька там понятно, но я не знаю, я ему объясняю, я говорю, ты седая голова, ты что, говорю, вот, я говорю, я с ребенком бы тут был, жена бы тут в стрингах была, ты бы тоже вот тут воровали, сидели, ну, то бишь палатка бы рядом была. Но труба. Так что, ребят, вот частенько поднимают отзывы хороших людей, походу не зря, ребят, потому что вот, ну, бывают, да, вот такие, ну, как вот их называть, рыболовные братства, не, гадюки какие-то непонятные, это в следующий раз просто ворваться и, говорю, к ним просто так забуриться так же и сесть и посмотреть на их, как бы, да, вот, как они себя вот почухают, когда они будут сидеть, тут уже расставлено и так далее. Ну, ладно. Не будем о плохом, ребят. Погнали дальше. Там вроде он красноголовик стоит.